Кыргызстан, ток-шоу «Откровенный разговор». Таких, как он, называют фанатами своего дела. За его плечами более 30 тысяч операций и спасенных жизней. Правда, он не занимается подсчетом своих заслуг. В центре внимания сегодня в ток-шоу «Откровенный разговор» профессор Эрнст Акрамов. Жизнь – это профессия. А цель его профессии – спасать жизнь. Одному из самых известных докторов Кыргызстана, хирургу и профессору Эрнсту Акрамову, исполняется 82 года. Имя доктора хорошо известно не только в нашей стране, но и далеко за пределами. Чтобы попасть к нему на операцию, а порой даже на осмотр, люди едут не только из самых разных уголков нашей страны, но и из России, Казахстана, стран Европы. Хирург от Бога, профессионал, какими только эпитетами не называют его бывшие пациенты, какими только регалиями не награждало его государство, лауреат госпремии, депутат Верховного Совета СССР, депутат Джугурку Кенеша, но на двери его рабочего кабинета в Чуйской областной больнице, где он возглавляет Центр хирургии, лаконичная табличка «Эрнст Кашимович Акрамов, профессор». Он по-прежнему физически крепок, стремителен в движениях, и по-прежнему его внимание, забота посвящены профессии, в которой вся жизнь врача. Здесь и радость, боль, надежда. Он живет в больнице, дома появляется редко, может быть, раз в неделю. Все остальное время посвящено осмотру больных, проведению операций, которые порой длятся по 12 часов. Много внимания уделяется научной работе. Коридор хирургического отделения украшен живописными картинами, которые дарят ему в благодарность пациенты. Эрнст Кашимович старается лечить не только тело, но и врачует при помощи искусства душу. Сам он большой почитатель классической музыки. Он сделал традиционными встречи с оперой в Национальном театре оперы и балета имени Абдулласа Молдыбаева в рамках известных акрамовских вечеров. И в этом его отличительная черта – дарить людям здоровье для тела и духа. Сегодня этот вечер вместе с нами встречает профессор, гуманист, общественный деятель, народный депутат СССР Эрнст Акрамов. Я предлагаю его встретить. Добрый вечер, рада вас видеть. Присаживайтесь. Ну так аплодирует публика вам. Да. Вы к этому привыкли? Нет, обычно. Обычные обстоятельства, да, обычная ситуация, атмосфера. Ситуация, да. Но вы ведь тот человек, который несет на себе не только бремя славы, бремя преданности ваших почитателей, как медицинского работника, который уже, как говорится, занесен в историю медицины Кыргызстана, но ведь и социальная ответственность на ваших плечах. Столько лет вы проводите эти знаменитые акрамовские вечера. Откуда эта идея родилась? Посредством чего и как зарождался этот проект? Ну, проект зарождается очень просто. Я так думаю, что надо вносить культуру. Каждый гражданин нашей республики по возможности должен вносить культуру в наше общество. А как без культуры? Невозможно? Невозможно. Культура – это все. Это воспитание, это образование. Это все абсолютно. Поэтому на протяжении еще больше 15 лет я провожу такие благотворительные концерты в оперном театре. Суть заключается этих концертов в том, чтобы, допустим, привлечь не только, допустим, средний возраст, вот, но и старшее поколение. В основном старшее поколение приходит на наши концерты. Которое чаще всего не может себе позволить дорогие билеты на концерт. Нет, но у нас бесплатно совершенно абсолютно. Мы благотворительность устраиваем для малоимущих, допустим, и для пожилых людей. Мы билеты не продаем. У нас совершенно абсолютно вход свободный. Бесплатные концерты мы проводим. Поэтому стараемся как-то внести свою лепту в культуру нашего общества. Вот. Эрнст Кашимович, много лет назад, порядка 15 лет уже прошло, как я снимала о вас документальный фильм, который транслировался на телеканале «Мир» по всем странам СНГ. И, конечно, все были поражены тому факту, что вы живете в больнице.
в вашей комнате есть кровать, и вы не видите в этом ничего сложного, удивительного, а ведь окружающие другого мнения. Ну как так? Вот всего себя пожертвовать собой, временем, годами. Ну, надо сказать, что хирургия – это очень сложная наука. И поэтому, чтобы получить какие-то результаты, надо полностью погрузиться в эту профессию, полностью погрузиться. Что значит погрузиться? Значит, надо быть рядом с больным круглыми сутками. И днем, и ночью, и в праздничные дни, и в выходные дни. В общем, постоянно находиться у постели больного. Почему? Потому что в нашем деле такое дело. Проперил больного, допустим, все вроде хорошо. Через несколько часов наступает какое-то осложнение. И вот надо это осложнение поймать и вовремя исправить. А если, допустим, можно зевнуть, и можно зевнуть жизнь больного. Поэтому кому как. Но одни считают, что он отработал свои 6 часов, и все, и на этом дело закончил, он должен идти домой, отдыхать. Некоторые немного продлевают свои часы пребывания. Вот. Ну, а то, что касается меня, я решил посвятить свою жизнь вот этому ремеслу. Ремеслу хирургии. Хирургия – это очень сложно, как я уже говорил, наука очень сложно, потому что бывают непредсказуемые ситуации. В любое время дня и ночи, допустим, особенно ночью, когда остаются только дежурные врачи. Поэтому надо любить свою профессию. Каждый специалист, который любит свою профессию, он посвящает этому делу свою жизнь. Поэтому говорить однозначно, что только у меня рабочий день начинается в 9 и в 3 часа заканчивается, это может быть для другой профессии, допустим. Ну вот кассир, допустим, кассир. Пришел на работу в 8 часов и в 3 часа ушел. Обеденный перерыв у нас. У нас такого обеденного перерыва слова нет абсолютно. Поэтому мы погружаемся полностью в свою работу. Но вы ведь преданы не только медицине. Вы были преданы и своей сестре, которой посвятили очень многие годы. Я знаю ее недуги, что вы провели все время до конца ее дней. Был такой случай, значит, в нашей семье, когда она внезапно заболела гриппом, получилось осложнение. Осложнение называется это, так выразиться на медицинском языке, геморрагический менингоэнцефалит. Вот. Она пролежала в больнице много месяцев, и я с ней лично пролежал в больнице 2 месяца, в инфекционной больнице. Она была в коме, из комы надо было выводить. Ну, так и осталась она инвалидом 1-й группы, и пришлось за ней ухаживать на протяжении многих десятилетий. Ну, в общем, где-то лет 25 надо было за ней присматривать. Вот. И так получилось, что время-то быстро летит, быстро летит. Казалось, что вот завтра будет лучше, послезавтра вот так. Но оказывается, что это не так. Болезнь свое дело сделала. Вот. И поэтому надо было часть своей жизни отдать своей сестре. Вот не могу пропустить и не уделить, не сакцентировать на вашей личной жизни. Да. Ведь наверняка были дамы, которые мечтали быть рядом и также посвятить вам жизнь. Я видела в мастерской у художника Скриплева портрет, где вы с дамой, которую вы спасли когда-то, и она питает к вам не только уважение и восхищение, но и чувство платонической любви. И неужели вы не останавливали себя на мысли, что стоит завести семью, а может быть... Да, ну надо сказать, что вот если, допустим, отдаться семье, значит, львиную долю времени надо дать семье, львиную долю. Значит, не бывает, что и волки, что были сыты, и овцы целые. И овцы. Такого не бывает. Что-то где-то, что-то должно быть. Поэтому надо было полностью отдаться этому делу, этой профессии. Вот, и достичь каких-то успехов. Была цель достичь каких-то профессиональных успехов. Ну, плохо ли, хорошо ли, и это не мне судить, естественно, конечно. Но, во всяком случае, чего-то я достиг в хирургии. Чего-то достиг. Поэтому я и продолжаю совершенствовать свое мастерство. А мастерство хирургии – это очень сложно. Это надо
круглые сутки находиться в постели у больного, круглыми сутками. Для хирурга не существует праздник, выходной или какие-то торжественные. Нет, он должен находиться среди больного во имя его выздоровления. А ведь успех наряду со взлетами – это прежде всего и падение. Когда ты обретаешь друзей, и в какой-то период ты ощущаешь, что именно эти друзья могут тебя разменять, предать, где-то завести интриги за твоей спиной. Да, в моей жизни были такие случаи, когда мои ученики, воспитанники, с которыми я отдал очень длительное время воспитания, и в нужное время, в нужном месте они предали меня. Вот, предали меня. Как вы переживали этот период? Да нет, я особенно не переживал, потому что у меня была профессия, где бы я ни работал, я принимал активное участие в своей работе. Поэтому просто это было очень неприятно, естественно, конечно. Но, оказывается, жизнь такова. Даже сейчас, посмотрите, время такое, когда вначале дружат, а потом оказывается, что становятся какими-то врагами между собой. Так, Ну, век меркантильности и интриганства, наверняка это уже настолько перманентно, когда ты совершаешь какие-то марш-броски, да, отрываешься от огромной серой массы, и тебе начинают, ну, может быть, в спину нехорошие взоры посылать, да? Ну, да, И да, за да, тобой да. следят, Да. пытаются тебя сбить с твоей траектории. Какое противоядие против врагов? Ну, какое противоядие? У меня одно противоядие. Работать, достигнуть профессионализм на высоком уровне и больше ничего. Только вот это может меня спасти. Как-то была большая статья в литературном журнале «Литература Киргизстан». Там было написано «Врач, если я заболею». Я вот в этом журнале вскрыл весь негатив нашего общества, касающийся медицины. Все. И тогда, естественно, конечно, весь медицинский персонал на меня обрушился. Как это так? Я облил всю эту медицину нашу черной краской. Но это было естественно, так она есть, понимаете? Нельзя скрывать ничего, надо говорить, как она есть. И поэтому среди моих же учеников нашлись очень много таких людей, которые вызвали какой-то, не вызвали негатив в мою сторону. Но я особенно не разочаровался, потому что где бы я ни работал, я просто работал, и все, я никогда не гонялся за какими-то должностями, чтобы должность была. Но вы ведь были тем доблестным парламентарием, за которым шел народ. Наше население взбудоражило, не только у нас, это еще некоторые наши врачи были на специализации в России, они так удивлялись, что так это можно было написать открытым текстом, весь негатив, который был в нашем обществе. Ну, естественно, конечно, когда было собрание, избирали, допустим, кандидата в народного депутата Советского Союза, и меня выдвинули. Выдвинул это научно-исследовательский институт космических исследований. Это коллектив меня выдвинул, значит. И, значит, пошло голосование, значит, ну что сделаешь. Народ проголосовал, меня очень поддержал и проголосовал за меня. И я стал народным депутатом СССР. И когда я стал депутатом СССР, тогда как-то эти критические замечания как-то улеглись, спокойность. Почему? Потому что все-таки у меня статус был народного депутата Советского Союза. Вот. Но как только закончилось мое действие, тут же опять началась эта волна. Понимаете, какое это дело? И мало что эта волна, еще меня судили дважды районным судом, судили. Вот. Но когда начали разбираться, что никого я лично не указывал, не называл фамилии, не называл, я говорил в общем тогда. И тогда, значит, это дело спустили на тормоза, сказали, что никакой вины нет его, совершенно абсолютно. Я продолжал заниматься наукой, вот, несмотря ни на что. Вот, и я в Киеве защищал свою докторскую диссертацию, стал доктором наук.
Вот. И хотя я стал доктором наук, а должности мне никто и не предлагал, не было такой должности. И меня тогда загнали в районную больницу, в Ламединскую районную больницу. Вот. Обычно врачом и больше ничего. Такого случая в медицине не было, чтобы действующего доктора наук поместить его в районную сельскую больницу. Вот. Ну, я был доволен, потому что есть больные, есть чем делать, трудиться. Ну, в общем-то, я и трудился, и продолжал трудиться, и продолжаю трудиться. Вот. Кого мы получим на сегодняшний день? Сегодня медицина и образование ослабело, и такая существенная разница между тем образованием, которое получали в советское время. Ну, вы понимаете, вот сейчас настало такое время, когда раздвоение стало личности, понимаете? В каком плане? В плане того, что сейчас развиваются частные клиники. Развелось этих частных клиник, как небитых собак. Это хорошо или плохо? Понимаете? Я считаю, это очень плохо. Почему? Потому что частные клиники никогда не воспитывают, нет школы. А любая школа должна иметь свою базу, понимаете? Иметь количество своих учеников, которые должны учиться. А в частных клиниках там что? Индивидуальный. Каждый занимается, только я и больше никто. Ну, проходит время, оказывается, что это место пустует, а заменить неким. Понимаете, какое это дело? Ну, это, понимаете, связано с коммерцией. Вот. Коммерция нужна, может быть, и в другом бизнесе, допустим, но то, что касается медицины, я категорически против этой коммерции, абсолютно. Медицина не должна быть построена на коммерции, понимаете? Самое дорогое, что есть у человека, это здоровье, самое здоровье. Поэтому надо поддерживать здоровье. И все то, что касается... Вот понимаете, какое это дело? Вот, ну, я могу открыто сказать. Вот идет больной, допустим, в частную клинику, ему за какую-то операцию, за ерундовую операцию, да, берут 40, 50, 60, 70, 100 тысяч рублей. 100 тысяч. Но спрашивается, если, допустим, у нас средний работник в Киргизии получал бы, допустим, зарплату 10 тысяч долларов, да, это другой разговор. Вот у нас, допустим, врачи получают 5 тысяч сомов. 5 тысяч сомов. Большие деньги. Это мизерные деньги. Понимаете, какое это дело? А выхода нет, потому что государство, ну, будем говорить, что оно еще не в состоянии платить большие деньги врачам, допустим. Поэтому они установили такой минимум. Вот. Было такое выражение раньше, в советское время, был такой Семашко, министр здравоохранения, народный министр. Он говорил, когда задавали такой вопрос, почему так мало платят врачам, он говорил, что врачам мало платят, но народ его сам прокормит. Вот. Ну, был такой афоризм. Но, к великому сожалению, это может быть и так, вот. Но, с другой стороны, все-таки оплата врача, медицинского работника, начиная от санитарки, медицинской сестры, допустим, врача или еще, она намного выше должна быть. Но что в нашей стране привыкли добиваться посредством митингов, да? Ну, я понимаю, да. Вот, понимаете, может быть, в государстве сейчас бюджет слабый, не тянет, вот, может быть, денег мало. Но, во всяком случае, надо как-то стремиться, чтобы было уважение врачей, к врачам было уважение. И платили, конечно, какую-то, ну, достойную зарплату. Тогда, наверное, что-то было бы какое-то дело. И самое главное, я вот хочу обратиться к врачам, молодым врачам, вот, которые работают и которые еще будут работать врачами, чтобы каждый врач должен поставить перед собой какую-то определенную цель. И вот к этой цели надо любым путем идти, через всякие препятствия, понимаете? Бывают в жизни всякие разные препятствия, как бы эти препятствия были у меня. Надо, несмотря на эти препятствия, идти прям к этой цели и добиться что-то, чего-то. Если он будет добиваться, значит, он достигнет. А если он бросит это все это дело, скажет, это не мое, это я не могу. Ну, естественно, конечно, тогда уровень
медицины, конечно, будет еще падать ниже, ниже и дальше ниже будет падать. Эрнст Хашимович, небольшой сюрприз для вас. Очень много раз, многократно я рассказывала о вас, о вашей деятельности, о вашей преданности медицине, медицине моему славному другу из России, президенту скульпторов России, Урала, Ивану Дубровину. И он специально сегодня прилетел для того, чтобы засвидетельствовать свое уважение. Спасибо. Для меня большая честь было прилететь сегодня на это знаменательное событие. Я знал до этого момента одного великого Эрнста неизвестного. Сегодня я узнал Эрнста Хашимовича Ахрамова. Ну вот вы говорите, и у меня внутри, ну как бы все переворачивается, потому что таких, как вы, людей становится все меньше и меньше. И хотелось бы, чтобы воспитывались на вас и хотели походить на вас, приходить учиться у вас, чтобы в Кыргызстане действительно здравоохранение только процветало. И люди не мечтали уехать лечиться и получить за границей медицинскую помощь, чтобы они могли это сделать дома. И вот у нас родилась с Осоль такая идея замечательная — подарить вам настольный бюст. Это будет, мы хотим увековечить при жизни, сказать вам спасибо. И чтобы этот бюст был не только у вас, но у каждого министра вашей страны, чтобы они видели, знали и каждый день приходили и говорили спасибо. Так что вот от души я вам желаю крепкого здоровья до 100 лет. И буквально в ближайшее время мы его изготовим. И я прилечу специально, и мы вам его лично вручим. Низкий вам поклон. Спасибо. Вот что касается темы увековечить, ведь в нашей стране как-то укоренилась эта ненормальная традиция. При жизни гнобят, завидуют. После того, как человека не стало, они начинают восхвалять, ой, каким великим был. Я постоянно стараюсь противостоять этой традиции. Я всегда говорю, что великий, замечательный, бесценный, и нужно при жизни это говорить. И у меня родилась такая идея, а почему бы вашему центру еще при жизни не приобрести имя «Центр Эрнста Акрамова». Вот как вы к этой идее относитесь? Нет, я отношусь к этому идее не очень-то и положительно. Почему? Потому что центр есть центр, который работает, делает свое дело, и больше ничего. Поэтому я так думаю, что культы делать ни в коем случае нельзя этого делать, потому что это обычно наша работа, обычная работа. Ну, вас говорит прежде всего ваша скромность. Я думаю, что мы все-таки обратимся к нашему юристу Данияру Турубаеву. Позвольте выразить свое восхищение перед вашими заслугами, вашей преданности, вашей профессии. Я уверен, мало кто может так любить свою профессию, как вы ее любите. Что касается вопроса соли, я могу сказать, что государство в лице его соответствующих органов, а также пациенты, которых вы оперировали, я думаю, никто не будет против дачи вашего имени вашему центру. Ну вот и прозвучал ответ. Знаю, что Тамару Воронцову, нашего психотерапевта проекта, которая очень многим помогает героям, уже постфактум, многое связывает Эрнст Хашимович с вами. И я знаю, что она вот горит желанием поблагодарить вас просто за то, что вы есть, и за то, что вы спасаете людей. Самая большая благодарность, я скажу, самая большая благодарность, когда больной поправляется, уходит, возвращается домой, к семье. Мне кажется, это самая большая благодарность. Это на самом деле так. Я хочу поддержать предложение Соль, назвать центр вашим именем, потому что все равно все едут к Акрамову. Не говорят даже Чуйская больница, такси или друзья.
Мы поехали на консультацию к Акрамову. Это уже бренд. Это бренд, уже народ уже назвал это так. Я хочу рассказать, Эрнст Хашимовича я знаю еще со студенческих лет в медакадемии, когда я училась, и тогда уже ходили о нем легенды. То есть он говорил: хочешь быть хорошим доктором, забудь про влюбленность, забудь про создание семьи, ты должен несколько лет жить в больнице. И это он доказал своей жизнью сейчас, он продолжает жить. И вот вспоминаю, на юбилей его коллеги-депутаты сказали ему, мне рассказывали: Эрнст Хашимович, что вы хотите, мы вам подарим на юбилей, закажите, вот любое ваше желание. И он сказал: стулья для больницы. И вот 120 так, стульев, 120 да? стульев. И вот так во всем, каждый год, каждый месяц этот человек делает все для больных. Я не знаю, я сама доктор, но я таких врачей не встречала. И мне хочется, чтобы вот ваши коллеги, которые я работаю, с которыми вы работаете, я их знаю, обращаемся, Кирилл Сергеевич, Ольга Игоревна, мне кажется, они вот все-таки последователи ваши. Вот посмотрите, пожалуйста, друзья, на лицо этого доктора великолепного. Вот от него идет свет. Вот когда ты видишь человека, сразу можно понять его душу. То есть мы видим человека такого недоброжелательного, равнодушного, или человека, который светится. Вот когда говоришь с этим доктором, вот такое впечатление, что для него ничего не существует, мир не существует, существует кроме только тебя больной. самого. Да, и человеку становится легче. И это доктор, который поддерживает вот эту фразу: после разговора с больным, с врачом, больному должно стать легче. Действительно легче. Он оптимистичен, он подходит, всех поддерживает. У него прекрасное чувство юмора. За ваше золотое сердце и за ваши золотые руки, Эрнст Хашимович. Здоровья вам. Спасибо. Спасибо. Ну, устами Тамары Борисовны глаголит истина. Эрнст Да. Хашимович, еще 15 лет назад вы произнесли такую риторическую фразу: медицина должна быть бесплатной. Да. По сей день вы утверждаете так? Я считаю, что то, что сегодня платная медицина, это самое настоящее преступление перед народом. Преступление. В полном смысле этого слова. Медицина, образование должно быть совершенно бесплатно. Абсолютно. А как без образования, допустим? Может общество процветать? Нет, не может. А как без денег, вот мы говорим, что надо вот платить там за операцию или за какое-то лечение. А если денег у человека нету, значит, что он должен умирать, что ли, интересно? Нет. Это абсурд, понимаете? Я помню, еще такой был лозунг, еще при Брежневе, где было написано, что из всех социальных вопросов, проблем, главнейшим из них является это здоровье человека. Поэтому здоровье должно быть совершенно, лечение должно быть абсолютно бесплатно. Это все должно быть на плечи ложиться государства. Государство должно полностью обеспечивать больных всеми лекарствами, всем тем, что необходимо для его выздоровления. А то, что, допустим, сейчас постепенно переходит вот к какой-то вот оплате, допустим, ну, и, понимаете, начинается сравнивать за рубежом, что за рубежом вот там платят туда-сюда. Но нельзя сравнивать наше общество за рубежом. Если, допустим, там разве врач может получать, допустим, такую мизерную зарплату, как, или, допустим, обычный человек, допустим, который работает, ну что он получает, допустим, 5000 сомов. Но я понимаю, если он получал бы в месяц 5-10 тысяч долларов, тогда ладно, как-то еще можно сделать снисхождение. Но при такой зарплате разве можно, чтобы народ наш платил деньги? Медицина должна быть абсолютно бесплатной. Все лечение должно ложиться на плечи государства. Меня всегда возмущает тот факт, когда в газетах, по телевидению пишут, что такому-то больному нужна операция за границей, и мы просим помочь. Это что, государство протягивает руку, говорит: помогите, как попрошайка, помогите. Вы же государство, вы должны обеспечить свой народ полностью лечебным
фактором. Но мы ведь с вами живем в век противоречий, который окружает нас повсюду, и мы сталкиваемся Да. с ними Это ежедневно. очень плохо, понимаете? Но при этом всем, имея бесплатную медицину, мы сталкиваемся со стереотипом, который уже прижился в ежедневности. То есть все считают, что лучше лечиться и оперироваться за рубежом. Почему? Ну хорошо, но если есть деньги. Но если у человека нет денег, ну как он должен? Кто его примет? Никто не примет. За рубежом бесплатно никто не будет делать. Ну там совсем другие цены на зарплаты. Это совершенно другие. Не то, что у нас, допустим. Он может действительно откладывать какие-то деньги на черный день, как и говорится, а потом это платить. Но у нас-то нет таких денег же. Зарплата у нас такая мизерная. Не могу упустить из вида очень важную тему, тему онкологии. Она сегодня очень остро стоит, особенно в нашей стране, ну и да и по всей, как говорится, территории в масштабе планеты. Мы видим, что сейчас какой-то нереальный демографический отсев происходит. Да? Это продукты, державы борются за демографию, за какой-то непонятный, несправедливый человеческий отсев, который происходит повсеместно. И вот мне бы хотелось узнать, а как вы относитесь к тем экстрасенсам, которые якобы лечат онкологию и так далее? Можно ли этому доверять? И почему вот наряду с медициной существуют эти центры? Как вы к этому относитесь? Понимаете, суть заключается в чем? Больной с онкологическим профилем, он должен получать медицинскую помощь до конца своих дней. Он должен получать. А у нас разве получает? Выписывают его и до свидания. Куда? В поликлинику. Поликлиника тоже отфутболивает это все. И он становится беспризорный больной. Но где-то он должен лечиться, где-то. Должны быть учреждения, хосписы должны быть такие, которые там больные находятся, такие, которые нуждаются в каком-то лечении, допустим, что это делает. Но у нас этого же нет, понимаете? Ну он вынужден тогда идти кому? Экстрасенсам, травникам, еще каким-то. Ну что-то он должен, где-то что-то, чего-то, куда-то он должен примкнуть к какому-то берегу. Но этого если нету. Может быть, панацеей этому все же забота государства о том, что должен быть определенный центр для онкологических больных? Быть, понимаете, должен быть в каждом городе должен быть хоспис, который там больные лечатся, находятся до конца своей жизни. Он там должен. Какое-то лечение должен проводиться, понимаете? Ну, у нас такого же нет. Понимаете? На это плюнули и все. Но он же когда-то работал, приносил обществу пользу, что был для общества нужен человек, понимаете? И потом в одно мгновение его выбрасывают на помойку. Но так же делать нельзя, понимаете? Это преступное деяние, я считаю. Преступное деяние. И вот я же вижу, когда к нам поступают такие больные, он никому не нужен. Никому совершенно абсолютно. Ну как это? А где-то он должен лечиться, где-то что-то он должен получать. Мы говорим, что ну идите по профилю. А по профилю куда? В онкоинститут, допустим, в онкоучреждение. А там его отфутболивают. Говорят, все, ты не подлежишь никакому лечению. Что значит не подлежишь никакому лечению? Ну, у него должен быть какой-то задор, что вот поправлюсь, еще что-то поделаю, там какие-то надежды. А ему полностью обрубает и все, говорит, все, иди домой, и все, на этом дело закончено. В личной беседе с сыном великого писателя Чингиза Айтматова, который находится в этой студии, экс-министр иностранных дел Аскар Айтматов, флагман дипломатии, как-то произнес замечательную фразу: «Я уважаю Акрамова за смелость его высказываний». И, конечно, когда ты слышишь такие фразы, такое почтение, уважение, хочется, чтобы, конечно, он озвучил это напрямую вам в лицо. Насколько я себя помню, в нашей семье был культ восхищения вами, вашей позиции жизненной, ваше отношение к своему делу. Я знаю много людей, которые здоровы, живы благодаря вам. Ну и, естественно,
Это для меня возможность пожелать вам дальнейших успехов, профессиональных, здоровья. Вы уникальный человек, вы замечательный человек, Эрнест Хашимович. Вы легендарный человек. То, что у нас в нашей медицине существуют такие выдающиеся люди, ну, в первую очередь говорит о том, что у нее есть перспективы для развития. То есть для того, чтобы вы стали таким знаменитым специалистом, естественно, должна быть какая-то определенная среда, определенный опыт, накопленный корпоративно. Вот. Ну, это уже является поводом для определенного оптимизма. Те проблемы в нашей медицине, о которых здесь говорилось, мы об этом все знаем, естественно. Если ты хочешь помогать людям, делать для этого что-то конкретное, становись врачом, иди по моим стопам, или вот посмотри на Акрамова, каким большим уважением они пользуются у людей в общем, потому что они конкретно что-то делают, помогают, спасают людей. Так держать, Эрнест Хашимович. Все вас любят, вы выдающийся человек. Вот. Ну и я думаю, что у вас еще все впереди. Естественно, мы не могли упустить из вида, что вы безумно любите оперу, безумно любите артистов театра оперы и балета. И под занавес, в кульминации, хотелось бы пригласить встретить этот вечер вместе с нами, разделить эти минуты счастья. Приглашаю солиста театра оперы и балета Алмаза Истамбаева. Serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pareggiana festa, che bella cosa una giornata e sole, ma nato sole. Благодарю. Хочется завершить эту программу. Если бы Эрнст Акрамов не двигался бы вперед, если бы он не задавал себе сотню вопросов и не испытывал бы моральное удовольствие от своей профессии, то я уверена, что он в целом бы не понимал, в чем смысл жизненного бытия. Задавайте себе вопросы все чаще и чаще и находите ответы на них. С вами была я, Асоль Молдакматова. Ровно через неделю мы продолжим откровенный разговор.